продолжаем программу «Власть». Переходим ко второй половине нашего очередного выпуска на телеканале РТВИ на волнах «Эхо Москвы». Я напомню, что вместе со мной сегодня в программе участвует политолог Владимир Милов. И я хочу напомнить, что в этой части передачи у нас будет интерактивное голосование по московским телефонам, нашим традиционным 660-01-13 и 660-01-14. Но прежде чем я предложу вопрос для голосования, хотел бы несколько слов сказать о ситуации в Ингушетии. Это была одна из главных тем минувшей недели. Новости оттуда приходили регулярно и, прямо скажем, устрашающие новости. Похищение, убийство мирных жителей, постоянные обстрелы неизвестных военных внутренних войск МВД. Однако минувшая неделя для Ингушетии даже на фоне предыдущих, которые совсем мирными не назовешь, выдалась уж совсем суровый. После похищения в республике двух братьев Аушевых, которые приходятся дальними родственниками экс-президенту Ингушетии Руслану Аушеву, в центре Назрани собрался массовый митинг. Мирные жители требовали от силовиков прекратить похищение людей и выдать заложников. Демонстрацию пытались разогнать силой. Вывели на людей ОМОН, не вышло. Люди разошлись лишь после того, как заложников отпустили. Непонятно, в чьем плену находились похищенные. Родственники Аушев убеждены, что в плену российских силовиков. Силовики молчат. Не молчит лишь президент Зязиков. На днях в Москве он провел пресс-конференцию, на которой в очередной раз рассказал о том, что в Ингушетии налаживается мирная жизнь, что во всем виноваты СМИ, которые провокационным образом освещают, все происходящее в республике, а войска вводятся туда только в рамках плановых мероприятий. Между тем, от присутствия 2500 солдат внутренних войск, которых недавно ввели в Ингушетию, от тех подразделений, которые под завесой тайны продолжают в республику вводить, ситуация спокойнее не становится. У меня лично складывается впечатление, во всяком случае, я не могу избавиться от ощущения, что напряженность в Ингушетии, вообще на Северном Кавказе, поддерживается кем-то, какими-то силами, контролируемым образом. Есть чувство, что вот кто-то то подкрутит гайки, то отпустит их опять, то подкрутит, то отпустит. И об этом, на мой взгляд, нельзя говорить в отрыве от предвыборной ситуации, потому что я глубоко убежден, что есть люди, которые хотели бы при случае разыграть очередной силовой сценарий. Использовать ситуацию на Северном Кавказе, как вот уже однажды было, все мы помним, в 1999 году, развязать, ну, если не очередную победоносную маленькую войну, то, по крайней мере, очередной конфликт или крупномасштабную операцию по борьбе с терроризмом. Я не знаю, вы что думаете по этому поводу? Как вы оцениваете вот все эти новости, приходящие с Северного Кавказа? Я не хотел бы здесь действительно нагнетать обстановку, но мне кажется, что у меня полностью совпадает ощущение с вашими. Мне кажется, что действительно там имеет место сознательная дестабилизация обстановки, причем такая ситуативная. И попытка управляемой дестабилизации, вот в частности, ситуации в конкретной Ингушской республике, во многом, к сожалению, я не вижу способности властей адекватно на эту ситуацию реагировать. Методы, которые используются, все те же, сила, и не уверен, что это наиболее эффективное средство для решения ситуации. Думаю, что здесь можно наломать так много дров, и в том числе и пострадает применение силы населения, которое не имеет отношения к тем, кто пытается эту ситуацию дестабилизировать. Боюсь, что ситуация может пойти не по очень хорошему сценарию. А как вам кажется, вот недавняя нашумевшая история с Гуцериевым, с отбором у него Руснефти и его фактической с высылкой за границу, по принятой сейчас схеме возбуждается уголовное дело, и человеку дают понять, значит, если ты не хочешь сесть, давай, брат, на самолет и лети на все 4 стороны. Потом ритуально человек объявляется в международный розыск, и так далее. Вот эта история может иметь отношение к Ингушетии, потому что мы все знаем прекрасно, что клан Гуцериевых один из самых влиятельных кланов.
Я лично для себя всегда связывал то, что произошло с Гуцериевым, именно с ситуацией в Ингушетии, потому что отобрать компанию можно было и не устраивая такой серьезный прессинг персональный, уголовный и прочий в отношении вот именно конкретно этого человека. Я думаю, что то, что компанию отобрали именно так достаточно жестко, с высылкой из страны, с уголовным преследованием, это как раз свидетельство того, что в этом деле есть явно еще и политический подтекст, кроме желания просто отобрать эту относительно небольшую нефтяную компанию. И думаю, что этот политический подтекст имеет смысл искать прежде всего в Ингушетии. Один из сценариев – это то, что, возможно, президент Зязиков решил свалить на него все грехи и проблемы, которые сегодня мы в Ингушетии наблюдаем. А другой сценарий состоит в том, что Гуцериев действительно участвовал в политической борьбе в республике на чьей-то не той стороне, и вот люди с противоположной стороны решили таким образом вывести его из игры. Ну хорошо, а теперь обещанное голосование. На самом деле вопрос, который мне давно хотелось задать, который я и задаю и вам, хотя, наверное, догадываюсь, как вы на него ответите, Владимир Станиславович. Мы сейчас сформулируем вопрос для голосования так. Готовы ли вы проголосовать на президентских выборах за Виктора Зубкова? Сейчас у вас будет возможность на этот вопрос ответить. Итак, если вы готовы на президентских выборах проголосовать за Виктора Зубкова, позвоните, пожалуйста, по московскому номеру 660-01-13. Если нет, набирайте 660-01-14. Голосование пошло. Я не знаю, я догадался, как вы проголосовали бы. Думаю, да, хотя я не хотел бы здесь каким-то образом направлять слушателей, но если хотите, могу сказать ответ. Скажите, пожалуйста. Ну, конечно, категорически нет, не столько потому, что я имею что-то лично против Виктора Зубкова, сколько потому, что я, в принципе, противник такого способа организации президентских выборов, когда людям предъявляют кандидатов за 5 месяцев до события выборов. Даже я, который имеет отношение к исполнительной власти и продолжает общаться там со многими людьми, просто плохо знаю этого человека. Он никогда не поддерживал какой-то публичный профиль, всегда прятался. О нем ничего не известно, и узнать за 5 месяцев невозможно. Просто это выбор, если он действительно будет иметь место, будет выбором вслепую. Я думаю, что люди, которые позволят себе в такой ситуации проголосовать «за», это просто люди, которые позволят обращаться с собой как с человеческим материалом, который не имеет права взвешивать обстоятельства и принимать осознанные решения. Ну, знаете, как говорил Иосиф Виссарионович, у меня для вас других писателей нет. Вот перефразируя, да, у меня для вас других избирателей нет. Я хотел бы все-таки верить, что мы живем в другой стране, в более современной, развитой стране, которая не позволит обращаться с собой таким образом. Если все-таки люди выберут Зубкова президентом, действительно придут и проголосуют, и это будет не фальсификация, то я думаю, что это все-таки очень серьезный диагноз, который будет свидетельствовать о нездоровье нашего общества, о том, что ему надо серьезно лечиться. Ну и тем не менее, я напомню наш вопрос. Готовы ли вы на президентских выборах проголосовать за Виктора Зубкова? Мы набрали уже 1000 голосов, которые, как мы знаем по опыту, бывает достаточно для того, чтобы определить расклад мнения телезрителей. Вы видите, что 16% говорят «да», и 84 говорят «нет». Итак, аудитория «Эхо Москвы» высказалась вот таким образом. 16% позвонивших нам в студию, зрители и радиослушатели, готовы проголосовать за вновь назначенного премьера России Виктора Зубкова на президентских выборах. Ну, разумеется, если он будет участвовать в них. И 84% за Виктора Зубкова голосовать не намерены. Сейчас мы прервемся еще раз, последний раз, буквально на 1 минуту, и затем перейдем к заключительной части сегодняшнего выпуска.